Как донести до ребенка, откуда появляется ребенок, не травмируя его психику? Травма у ребенка возникает не от информации, а от эмоций, с которыми мама ему это рассказывает. То есть, например, мама услышала что-то там, ребенок сказал: мам, а как я появился, мам, а как я родился, деген сияқты сұрақтарды, она сразу такая: это сейчас надо рассказать про секс, это надо рассказать сейчас про вот это, про то, что ребенок выходит откуда. То есть вот это вот все, у мамы начинается паника, и что бы она в этой панике не сказала, ребенок чувствует очень странное такое вот ощущение, типа это что-то плохое, это что-то ужасное, деген сияқты, вот сондай қорқыныш, тревоганы сезе бастайды. Но если мама спокойная, в первую очередь, как нужно объяснять? Спокойно. Не паниковать, не думать, что сейчас он не поймет. Каждый ребенок поймет в меру своего возраста. То есть больше он все равно не получит. Не переживайте об этом. То есть, и вы можете просто сказать, допустим, это можно в начале, да, до школьного периода можно говорить, Бог ложит маме в животик семечко, это семечко растет, оно становится ребенком, и потом из животика появляется ребенок. То есть обычно ол сұрақтың астында не лежит такое, что типа расскажи мне вот так вот отовсюду деген нәрсе жатпайды. Бала просто өтіп баратып бір ой келді. То есть, например, мама неге құстар ұшады деген сияқты, ол қарапайым сұрақ, ол балаға шілей битіп кіріп кетіп, оны прям битіп мұжып түсіндіру бүкіл детальдармен, это не обязательно. То есть ребенку нужно получить просто ответ. Чтобы этот ответ был чуть ближе к реальности, чтобы потом он не шокировался, то есть сені огородтан тауып алдық, бүйтіп алдық, сөйтіп алдық деген уже өтірік әңгіме, вот это негізі дұрыс емес. Поэтому вы просто можете спокойно сказать ребенку: ты сначала у меня маленькая семечко было, мен ішімде пайда болдым, потом у меня в животике ты вырос, и потом из животика родился. Правда? Правда. И все, и ребенку это достаточно. Он может, некоторые дети очень любознательно могут спрашивать: а как я из животика родился? Тебя врачи достали. То есть говорить какие-то факты, которые... то есть это не вранье, это не ложь, а какие-то факты. Хорошо, значит, там какая-то беременная шнар тате скоро пойдет в больницу, и врачи ей достанут ребенка, да, балам, солай деген сияқты. Вы можете очень спокойно говорить такие вещи. И все, ребенку это обычно достаточно. Когда уже у него появляются более глубокие вопросы, он обычно находится в школьный период обычно. В школе дети между собой потом обсуждают разные теории, которые ему брат сказал, мама сказала, папа сказал, дядя сказал, он в книжке увидел, в фильме увидел и так далее. То есть они между собой начинают вот это все говорить, и когда уже у ребенка появляется более-менее критическое мышление, он уже с этим приходит к учителю, спрашивает, у мамы опять же может спросить. И вот уже в школьном возрасте, в более-менее, когда он может соображать, да, ребенок, критически мыслить, вот тогда вы можете говорить опять же не прям все детали, а вот, например, когда мама с папой встречаются и женятся, любят друг друга, они вот в животике у них появляется семечко, которое потом растет в ребенка и которое потом находит, в животе живет 9 месяцев, а потом идем в роддом, в роддоме рождается ребенок. То есть, когда уже начинает ребенок вот прям детально спрашивать какие-то вещи, говорим об этом без паники. Да, врачи говорят дышать, и вот когда мы дышим, у ребенка появляется ход, и он оттуда выходит. То есть, говорить какие-то вещи без вот этих вот нагнетания чего-то. И потом со временем у ребенка уже будет более-менее пополняться картина, и в этом ничего страшного нет. Самое главное без паники, и самое главное говорить правду, но вот такую правду, которая соответствует возрасту ребенка.